Здравствуйте! Ишимбайское телевидение представляет информационную программу. В студии Дина Мурзина. Коротко о главных темах выпуска. В Ишимбае прошел первый проектный семинар «Город в парке». В фойе Дворца культуры собрались представители городов-участников. Это Стерлитамак, Салават, Кумертау, Мелиус и Ишимбай. Еженедельно в администрации Ишимбайского района проходят встречи в рамках инвест-часа. На площадке потенциальные инвесторы презентуют свои проекты. В республике близится к завершению первый этап программы ремонта подъездов в Ишимбае. Он включает 14 домов. Жители МКД села Петровское уже приняли после ремонта свои объекты. В минувшие выходные у подножия горы Таратау состоялся мастер-класс по стрельбе из лука. Удостоенные признания, ежегодно в июне в городе проходит церемония награждения учителей и учащихся школ города и района. В Ишимбайской картинной галерее открыта экспозиция работ известного российского и башкирского художника Камиля Губайдуллина. Как упоительны в России вечера. Мероприятие под таким названием провели члены клуба СССР в библиотеке искусств. В Республике Башкортостан реализуется программа формирования комфортной городской среды, в рамках которой к концу 2019 года будет реализовано 142 проекта. В Ишимбае прошел первый проектный семинар «Город в парке». В фойе Дворца культуры собрались представители городов-участников. Это Стерлитамак, Салават, Кумертау, Мелиус и Ишимбай. Цель встречи – проанализировать ход реализации программы и сформировать перечень приоритетных проектов в каждом населенном пункте. Задача проектного семинара – именно обсудить проблемы и сложности, которые возникают при реализации проектов, подумать вместе, какие пути решения. Эксперты нам в этом помощь, чтобы подумать, как сделать нашу работу совместную лучше. Итогом станет общая комплексная стратегия развития общественных пространств Республики Башкортостан, которая потом ляжет в основу новой программы. Цель такой командной работы – собрать и обобщить возможные идеи и пожелания, каким должен быть новый облик общественных территорий городов. По итогам семинара организаторы приступят к разработке конкретных проектов, некоторые из которых будут представлены на различных конкурсах. В ходе семинара участники представили свои благоустроенные территории, а также показали места, которые нуждаются в благоустройстве. Еженедельно в администрации Ишимбайского района проходят встречи в рамках инвест-часа. На площадке потенциальные инвесторы презентуют свои проекты. Одни из последних представленных руководству района предложений – модульный молочный цех, расположенный в деревне Киеуково. В настоящее время здесь выпускается до 500 килограмм молока в сутки. Реализуется продукция в 60 торговых точках. В планах кооператора расширение производства, увеличение его мощности, выпуск новой молочной продукции и обеспечение ею жителей района. Еще один проект предусматривает развитие производства мясной продукции на базе модульного цеха на территории деревни Саргаева, а также привлечение молодежи в село. Инвестиционный проект по строительству в нашем городе завода по производству твердотопливных котлов, блочно-модульных котельных и мобильных мини-ТЭЦ на базе паровинтовых машин предложили представители общества «Баштеплоэнергетика». Проект предусматривает создание установки на базе экономичных паровых котлов и винтовых машин, работающих на отходах деревообработки или сельского хозяйства. Предполагаемая производительность предприятия от 500 котлов и 2 мини-ТЭЦ с годовой выручкой более 450 миллионов рублей. Напомним, что инвестиционные часы проводятся в муниципальном районе каждую неделю по поручению в Рио главы Башкортостана Радия Хабирова в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В республике близится к завершению первый этап программы ремонта подъездов. В этом году в 4000 подъездов Башкортостана установят пластиковые окна, новые светильники с датчиками движения, отремонтируют входные группы, поручни и перила, заменят тамбурные двери и почтовые ящики, уложат плитку на первом этаже. В Ишимбае первый этап капремонта включает 14 домов. Жители МКД села Петровское уже приняли после ремонта свои объекты. Тему продолжит наш следующий сюжет. Совсем недавно, перед началом работ, жители 3 домов села Петровское провели общие собрания, составили дефектные ведомости и подписали протоколы, а сегодня принимают отремонтированные подъезды. В 2019 году в Ишимбайском районе в программу ремонта подъездов вошли 152 подъезда в 54 многоквартирных домах. 34 года ни одного ремонта такого не видели. В этом
году такой шикарный ремонт. По словам жителей дома номер 4 по улице Трудовой, за 40 лет в их подъездах комплексный ремонт проводится впервые. За 2 месяца здесь заменили окна, двери, почтовые ящики, покрасили стены и потолки, провели еще ряд работ. Муниципалитет по просьбе петровчан устанавливает забор у палисадника. Первое, на что ориентируются организации, выполняющие ремонт, пожелания жителей и, конечно, качество. Наша работа строится изначально, естественно, мы общаемся с жителями подъездов, со старшими домов. Мы, естественно, прислушиваемся к их мнению. Естественно, они кто-то хочет одного цвета, цветовую гамму выбирать, кому-то нравится другая расцветка. Поэтому приходится прислушаться к их мнению. Кому-то нравится, например, такой расцветки двери, железо, чтобы была. Мы вот согласовали все это с жителями. А затем уже, естественно, качество работы. Естественно, мы уделяем внимание большое качеству, чтобы не то, что гарантия, например, у нас гарантия 3 года, но мы хотели бы, чтобы люди жили в нормальных условиях, чтобы и дети, и гости приезжающие входили в красивые подъезды. Результат оценивают сами жители. Главное, что их радует, это то, что учтены все пожелания и предложения. Дружные соседи сами принимают активное участие в ремонте и благоустройстве. Мы очень довольны тем, что попали в эту программу по благоустройству подъездов, дворов. То, что это мы сейчас видим, то работа началась по ремонту подъездов. Ведется работа очень хорошо. Рабочие выполняют свою работу добросовестно, с любовью, согласованно с нами, с жильцами. Это самое главное. Мы сообща все это делаем. Они прислушиваются к нашим мнениям. Согласованно мы выбирали цвет краски по окраске стен подъездов. Большое им за это спасибо. Никаких нареканий, никаких недовольств. С нашей стороны тоже нет, с их стороны тоже. Напомним, в Башкортостане была запущена республиканская программа по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах по поручению временно исполняющего обязанности главы республики. Она разделена на 4 этапа. В Ишимбайском районе в рамках первого этапа 37 подъездов уже готовы к сдаче. Срок завершения 4-го этапа программы – ноябрь 2019 года. Дина Мурзина, Ильназбек Кузин для программы «Новости». В Ишимбайском районе побывала Карина Хабирова. Супруга руководителя региона посмотрела, как отдыхают подопечные Петровского детского дома в оздоровительном лагере «Дружба». 27 воспитанников проведут здесь все лето. Во время встречи ребята показали корпуса и комнаты, в которых проживают, а также рассказали, из чего состоит распорядок дня и чем они занимаются. Во время визита на сцене лагеря как раз проходила концертная репетиция. Дети пригласили гостей посмотреть и оценить номера. В качестве подарков Карина Хабирова передала в детдом книги, а также инвентарь для игровых видов спорта. Я познакомилась с Ради Фаритовичем, когда ездила со своим стихом на конкурс. Потом Карина Хабирова приехала к нам в детский дом, и мы стали друзьями. Как упоительны в России вечера. Мероприятия под таким названием провели члены клуба СССР в библиотеке искусств. Песни прошлых лет, воспоминания и танцы объединили в этот день не только участников клуба, но и гостей вечера, а также активных ишимбайцев. Продолжение темы далее. Их задору и энергии позавидуют многие. Члены клуба СССР ни дня не сидят на месте. Постоянно в движении. Клубу всего 3 года. За это время активные ишимбайцы побывали в Питере, Казани, Аркаиме и во многих местах Башкортостана. Здесь ведется работа по 16 направлениям. Как говорят сами СССРовцы, каждое мероприятие эксклюзив. Одно из новых направлений – литературно-музыкальная гостиная. Давно лелеяла такую мечту. Как так вот в нашем городе людям негде собраться, чтобы послушать классику. Понимаете, вот что-то такое, что для души. И поэтому вот появилась вот эта передача или как мероприятие, как упоительное в России вечера. Как правило,
видела, это такие не спектакли, которые состоят из литературных произведений, стихотворений, музыки и картин, живописи. Все это плавно перетекает одно в другое, и, знаете, получается целый спектакль. Вот таких мероприятий, вот сегодня у нас 6-е мероприятие. В Ишимбае немало певцов, поэтов и писателей. Показать их большему количеству горожан – желание активисток. Название встреч романтичные, как упоительны в России вечера. Гость одной из последних – известный певец Владимир Агуреев. Автор и исполнитель многих шлягеров и хитов. Это у меня, как сказать, хобби. Хобби, да. Это в свободное от работы время. А так, работа есть работа. Есть свободное время, я занимаюсь. Приглашают куда-то, если есть время, я иду. Они такие дельные, занимаются там спортом, ходят везде, такие молодцы, дома не сидят. Вообще вот жизнерадостные такие вот люди. Ну и в принципе возраст уже и меня все знают. Мне с ними интересно. Стихи, танцы, песни. Здесь каждый раскрывает свои таланты. Сегодня в клубе состоят 68 человек, и это не предел. Любой желающий может записаться в клуб и найти себе занятия по интересам. Направлений немало. Спорт, вязание, изучение языков, вокал, танцы и многое другое. Дина Мурзина, Артем Наговицын для программы «Новости». В минувшие выходные у подножия горы Туратау состоялся мастер-класс по стрельбе из лука. Его показали участники предстоящего турнира «Наследники Сарматов». Гости мероприятия приняли участие в национальных играх, мастер-классах и посмотрели турниры по джигитовке и конной стрельбе. На мероприятии присутствовали именитые мастера джигитовки и титулованные лучники. Сам турнир «Наследники Сарматов» состоится 29 июня вместе с Сабантуем. Ожидается богатая и интересная программа. Открытый турнир лучников, шоу самого сильного человека планеты Эльбруса Нигматуллина, мастер-класс по сарматским танцам, турнир по джигитовке и многое другое. Также Ишимбай стал центром проведения 21-го республиканского фестиваля юных чтецов эпоса «Урал-Батыр». На конкурс приехали более 200 конкурсантов из 40 городов и районов Башкортостана. Масштабное мероприятие прошло в 2 тура. После церемонии открытия на городской площади фольклорные коллективы показали инсценировку из отрывков эпоса «Урал-Батыр» и других эпических сказаний. На второй день у подножия горы Туратау состязались чтецы народного эпоса в индивидуальной номинации. Участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, фольклористы, деятели искусств. Надо сказать, что в этом году отличительные черты нынешнего года в том, что, несмотря на то, что небольшое количество детей было заявлено на конкурс, но тем не менее они отличаются своей особенностью в этом году. Они несколько вариантов одного эпоса или несколько эпических произведений объединили в одну идею заложили идею вечности, идею вечной жизни, вечной природы. И сумели показать, раскрыть вот эти вещи. Это очень положительное, мы считаем, явление, потому что нам нужно развивать не только исполнительство. Исполнить может любой, а и также исказительство. Церемония закрытия и награждения победителей и призеров фестиваля состоялась во Дворце молодежи. Удостоены признания. Ежегодно в июне в Ишимбае проходит церемония награждения учителей и учащихся школ города и района признания. В фойе Дворца культуры в торжественной обстановке назвали имена лучших учеников, ставших победителями и призерами всероссийских, республиканских и муниципальных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей и конкурсов прошедшего учебного года и их наставников. Слова
Слова поздравлений в этот день прозвучали из уст председателя Совета депутатов Олега Агафонова. Все ребята и их учителя награждены благодарственными письмами за неустанное стремление к знаниям и достижение лучших результатов в учебном процессе. Я защищал работу экологическое состояние пришкольной территории. Я очень рад, что мне вручили этот диплом. Я буду учиться еще лучше и буду продолжать эту работу. Сегодня мне дали грамоту за участие в разных олимпиадах и форумах. Участвовала в олимпиаде УГНТУ по информатике, стала победителем. Также была участником форума «Проектория» в городе Ярославль. Всего в этом году награждали лучших 65 ребят и 41 педагога. Кроме того, стало традицией по итогам года объявлять школу лидера олимпиадного движения. В этом году ею стал лицей номер 12. Именно этому учебному заведению достался переходящий кубок Ника. В Ишимбайской картинной галерее открыта экспозиция работы известного российского и башкирского художника Камиля Губайдуллина. Она посвящена 70-летию со дня рождения знаменитого мастера графики. О творчестве нашего земляка, его жизни на церемонии открытия экспозиции говорили его коллеги, сын мастера Дим Губайдуллин, ишимбайцы, которые хорошо знали и помнят художника. Это человек, который уже приехал своей такой очень мощной такой базы, он уже состоялся как художник. Ему надо было первое время как бы доказать свою состоятельность еще в Союзе художников Башкортостана. Первые работы, я помню, на первой выставке, вот работы, они были встречи, потому что мы вместе ездили, они показались всем после того, как вот такого соцветия, такого художника здесь Башкортостана, они показались работы чуть-чуть мрачноватыми, там, безысходными, да, некоторые критиковали за это, они не совсем поняли его вот это кредо основное, да, вот это вложение метафоры в каждую работу и философии. И вот эти работы, которые вот действительно... И он, конечно же, сразу раскрылся. Не то, что сразу раскрылся, он сразу нашел последователя. Камиль Губаевич внес неоценимый вклад в развитие художественного творчества в республике и родном городе. Он один из авторов полиптиха «Земля Юрматы», руководил мастерской графики факультета изобразительных искусств Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Картины нашего земляка были представлены на многих международных, российских и республиканских выставках и всегда неизменно привлекали к себе особое внимание. На сегодня это все. Всего доброго. До свидания.